Таджикистан не останется без российских телеканалов. В Орух снова перестрелка. Узбекистан. СГБ угрожает журналистам. В странах Центральной Азии российские телеканалы переходят с европейского спутника на российский. На протяжении 2 недель в Таджикистане не транслируются российские телеканалы. Это связано с дублированием телевизионных сервисов на другую частоту и другие спутники. То есть с переходом с 31 мая 2022 года с европейских спутников Intelsat на новый российский спутник Экспресс-80. На сегодня сервисы уже продублировали 190 телеканалов из различных сервисных пакетов. В течение июня сервис планирует продублировать оставшиеся 60 телеканалов. Сообщается, что аналогичная ситуация и с интернет-телевидением ряда других сервисов, которые в данный момент тоже перенастраивают частоту на российский спутник. Ранее стало известно, что в Туркменистане и Кыргызстане временно заблокировали некоторые российские телеканалы. Все это связано с усилением антироссийских санкций против российских телеканалов. Российская спецоперация на Украине – своего рода микрохирургия. Напомним, что трансляция российских телеканалов за рубежом является важным элементом сохранения колониального контроля России в странах Центральной Азии. Миссия выполнена. Войска ОДКБ покидают Казахстан. В ходе специальной военной операции по защите продолжается специальная. На кыргызско-таджикской границе снова произошла перестрелка. В результате стычки получили ранения пограничники с обеих сторон. Об этом сообщает пресс-центр погранслужбы ГКНБ. Перестрелка закончилась, с обеих сторон есть раненые. Ранены 2 кыргызстанских военнослужащих. По предварительным данным, один из раненых в тяжелом состоянии, у второго ранение средней тяжести, сообщили кыргызские пограничники. 3 июня примерно в 12 часов по местному времени в Джамаате в Орух города Исфара, который граничит с Кыргызстаном, в местности Кех, в 10 километрах от центра Джамаата произошла перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками. Напомним, ранее последний конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел 12 апреля этого года в районе Джамуата, Хистеварс, Сагдийской области. В перестрелке тогда был убит 27-летний таджикский пограничник Заир Саидумаров. Наблюдатель отмечает, что таджикский режим создает все условия для постоянного возникновения приграничных конфликтов, так как именно Рахмон является главным бенефициаром вспышек патриотизма, происходящих после каждой из стычек. Населению внушает, что на них напали соседи, и они, позабыв о реальных проблемах, утопают в патриотическом угаре, направляя весь свой гнев против единоверцев. Служба государственной безопасности Узбекистана угрожает, запугивает и оказывает давление на журналистов, чтобы те избегали определенных тем и удаляли определенные материалы. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 3 июня изданием The Diplomat. Издание опубликовало первую часть расследования усиливающихся репрессий службы государственной безопасности в отношении журналистов Узбекистана. Талиб Рахматов был журналистом-расследователем популярной ташкентской медиаплатформы Кун-Уз, когда в 2019 году его вызвали на первую встречу со службой государственной безопасности СГБ в кафе «Шумбала». Рахматов счел ресторан не совсем подходящим местом для такой встречи. «Шумбала» в переводе с узбекского означает «непослушный мальчик», отмечает издание. «Они сказали, что просто хотят узнать меня получше», вспоминает журналист. По его словам, за время работы на Кун-Уз сотрудники СГБ связывались с ним 5 раз. Каждый раз он чувствовал, что офицеры пытаются запугать его, чтобы он бросил работу. «Они косвенно угрожают», добавил он. «Они говорят, вы же не хотите, чтобы ваш сын или дочь однажды стали калеками? Вы же не хотите, чтобы они перешли улицу и с ними что-то случилось?» Опыт Рахматова с СГБ был аналогичен тому, что рассказали более 35 журналистов, блогеров, правозащитников и обозревателей СМИ, у которых я брал интервью в Узбекистане с марта по июнь этого года, пишет автор статьи Шерил Эл-Рид, американский писатель и журналист, занимающийся исследованием журналистских свобод в постсоветских государствах. Кто имеет право пускать иностранных журналистов? Напомним, в течение 26 лет авторитарного режима бывшего президента Ислама Каримова журналисты подвергались в тюрьмах пыткам.
Shavkat Miramonovich А в конце 2016 года к власти пришел президент Шавкат Мирзиёев, который в свою очередь попытался создать ощущение неприкосновенности в отношении журналистов и блогеров. В итоге Мирзиёев руками председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Камила Алламжонова и своей дочери Саиды Мирзиёевой создал целую корпорацию из проправительственных журналистов. Все же, кто не согласен с политикой режима, были объявлены врагами народа и подвергнуты давлению вплоть до фабрикации уголовных дел. gapirgan gapi uchun qamalish kerak emas.